У рабочего в руках раскалывается стекло в области левого предплечья. По тыльной поверхности резаная рана 2 см на 0,5 см. Кровотечение обильное, кровь темная. Пострадавший в сознании. Что необходимо сделать? Это не экзамен студентов мединститута. Билеты с вопросами здесь тянут специалисты по охране труда. Каждый из них должен уметь, как наложить жгут, остановить кровь, сделать искусственное дыхание. Одни отвечают, другие ждут очереди в коридоре. Арсен Азизов в охране труда совсем новичок. На этой должности всего несколько месяцев. Зато в памяти еще свежие курсы профессиональной переподготовки. Мы должны для начала идентифицировать какой-то определенный фактор. Опасный производственный фактор, вредный производственный фактор. Первое, что у нас, это идентификация. Второе, мы должны людей обезопасить от этого опасного либо вредного производственного фактора. То есть то же самое, подобрать средства индивидуальной защиты, возможно, провести какие-либо необходимые мероприятия, в частности, подготовка рабочего места, создание безопасных условий труда непосредственно на рабочем месте. Далее у нас контроль. Контроль и еще раз контроль. Подобрать индивидуальные средства защиты, например, для специалиста, который работает на трансформаторе высотой 3 метра, или как квалифицированно провести расследование несчастного случая на производстве, чтобы пострадавшие впоследствии смогли получить компенсацию. Вопросы для всех конкурсантов вроде не новые, но без ошибок не обошлось. Если, например, расследование несчастных случаев, главная проблема почему-то это оказание первой помощи. То есть, да, создание комиссии указывает, создание оформление документов и так далее, но почему-то все напрочь забывают, что надо в первую очередь оказать первую помощь доврачебную. Ну, может быть, это как бы фактор волнения. Впрочем, этот конкурс не только выявляет лучших, но и недоработки в области охраны труда на предприятиях. Центр подготовки таких специалистов уже готов провести для участников профессионального состязания курсы ликбеза. Мы уже сейчас видим в процессе 2 заданий, которые прошли, что да, действительно существуют некоторые, скажем так, недочеты и в нашей работе, да, недочеты и в работе специалистов по охране труда, поэтому совместно мы с учетом результатов нашего конкурса будем все-таки вести как информационную кампанию в этом направлении, в том числе и будем регулировать нормативно-правовыми актами. Конкурс среди специалистов охраны труда в Коми проходит в первый раз, но не последний. Организаторы намерены сделать состязание традиционным, чтобы поднимать престиж этой, казалось бы, незаметной специальности. Ведь именно от нее зависит безопасность и жизнь сотрудников на рабочем месте. Елена Кононова, Артем Соколов, телеканал Юрган.